Мажно, сам сырнокоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Друзья, подключилась, я не знаю, вы знаете, уже несколько дней ничего не снимаю, посылку которую, да, уже, по-моему, неделю нормально ничего не снимаю. Не делала никаких таких вот, интересных каких-то заказов, какой-то интересной готовки. Ничего такого у меня не было. Если вы позволите, я присяду так, не на диван, на диване очень, получается, слишком... Все-таки, друзья, возраст дает свое знать, ноги болят. Болят бедренные суставы, что-то раньше у меня не болели, но сейчас болят. Поделюсь с вами, да, что и как. Последний раз я показывала про цыплят, да, что и как у меня было. С цыплятами у меня произошла небольшая такая накладочка, об этом потом вам расскажу. Только вот утро не раннее. Стала утром, где-то в 8 часу только вышла сюда, пока там. Если я выхожу из дома, то все, уже туда больше заходить только на обеденный намаз получается. Поэтому перед тем, как выйти из дома, кухня у меня совсем далеко. Кто у меня новенький, тот, наверное, не знает, что кухня у меня совсем на заднем дворе, а дом у меня там где-то метров 30 туда-сюда нужно ходить. Поэтому прежде чем выйти, конечно, я все убираю. Но не всегда. Иногда просто быстро выхожу, когда что-то по-быстрому надо было. Поэтому пока там я в ванной немножко прибралась, пока пыль убрала, постель заправила за собой. Мальчики двое за собой заправили. Ибрагим еще спит. У него уже, скоро до четверга только будет спать. В четверг они уже выходят на обучение. Они уже сколько? Получается, месяца 3, наверное, на онлайн-обучении, на дистанционном обучении. Там, в принципе... Группа такая, у них 30 с лишним человек было, но в группе очень плохо учились дети. Во-первых, не то, что плохо учились, они очень плохо себя вели, поэтому их как-то, не знаю, какой-то эксперимент, их распустили на это время, чтобы они занимались дома, и чтобы родители следили за ними, чтобы они лучше занимались. Но в итоге, кто занимался, тот так и занимается, кто не занимался, тот... Вчера сказали нам, что 16 человек только из 32, или из 30, точно не могу сказать, сейчас не запомнила, остались, остальных отчислили. И вот в четверг они выходят домой. Выходят на учебу. Лучше они, конечно, будут учиться в аудитории, чем дома. Дома все равно то мы отвлекаем, то да, ладно, иди, пойдем сегодня здесь, то все, и в этом плане, поэтому это не учеба. Учиться нужно все-таки в заведении в учебном. Поэтому Ибрагим сам доволен, что выйдет на учебу. Так, звонила соседка. Я у нее заказала молоко. Сразу, чтобы ведро молока она мне, отдала. И не заморачиваться с этим молоком. По бутылкам разолью и положу в морозилку. А то не бывает молока, покупное покупаем, но вы знаете, это покупное как-то быстро заканчивается. В смысле, магазинное, а не покупное. Немножко пожалела, что продала младшенькую корову. Уже не надо жалеть о том, что произошло. О чем я еще? Так, все. Сегодняшний день, да. Одних цыплят старшеньких вывела я уже на траву, выпускаю. Они не в клетке, а уже так у меня. Кошки ничего с ними не делают. С ними небольшая история у меня произошла. Но я вам буду их показывать и расскажу, что с ними произошло. Тех, кто у меня сидели в клеточке, рассадила я по брудерам. Вроде бы ничего, пока растут. Есть немножко, несколько штук слабеньких, но не без этого. Птичка, сами знаете, что птицы бывают и такое, и такое. Немножко корм мне не подошел моим цыплятам, которые я покупала в другом месте совсем, нигде покупаю. И теперь они немножко приходят в себя. Вроде бы, постаралась без препаратов их вывести из этого. 2-3 цыпленочка, наверное, из разных партий, слабенькие все-таки. Купила еще одних цыплят, не знаю, что будет, 20 штук пушкинских, порода пушкинская такая, да, яичная порода, тоже 20 штук купила, не знаю, посмотрим, пока уже сколько им дней, 5, наверное. Вот так вот, чем я еще занималась. Вчера под навесом у себя чуть-чуть так прибрала, убралась, да, там у меня стояло 2 газовые плиты, у одной духовка не работает, но верх работает, но она мне сегодня на это время не нужна, я говорю, отнесите ее в кладовку. Под навесом одна печка, и здесь мне их хватит.
Уже поставила утром курочку домашнюю варить на обед. Мальчики придут на обед. Здесь жарко, как я сказала, у меня и вытяжка тут сломалась, и, ну, кондиционер сюда не вариант. Он, во-первых, и не выдержит, стены у меня тут из этого, из глиняного блока, саман. Да и тоже не хочется сюда как-то тратиться. Пока все-таки мы хотим постараться, ну хотя бы просто, если даже не покупать пока мебель, все-таки там на кухне, новая кухня, которую мы всегда новой называем, у меня есть же комната, ну опять-таки не все знают, построенная, пристроенная к дому кухня большая, 6×7 даже. Немножко до осени, по крайней мере, хотим ее привести в порядок, чтобы можно было бы там все-таки готовить и кушать, чтобы не ходить сюда. Ну, посмотрим. Задумок много, но пока не все как бы осуществляется, не так быстро. Во-первых, когда ребята работают, они уже по дому ничего не успевают делать. Вот только вчера он закончил, ну, как он не закончил эту работу, ну, он взял работу, там какая-то комната, то ли ванна, по-моему, ванна, я точно даже не знаю. Короче, он должен был с нуля ее построить, теперь нужно накрыть крышу, потом и внутренние работы полностью. Короче, построить он уже все построил, вчера с ним рассчитались, получил денежку, ничего, неплохую денежку, он буквально за сколько? Ну, 5 дней, по-моему, он работает, не больше. Ну, потолок недели, если с выходными посчитать. Вот, вчера он был выходной, так немножко мне по дому, там где нужно в брудерах поменять розетки, лампочки, все вот такое вот сделал для меня. Так, забыла прикрепить микрофон, уже общаюсь. Короче, только что приходили ребята, я о них поговорила, они пришли. Так, попили чаю. Приезжали за сваркой, как они мне сказали. Так, сейчас обратно ушли. Пока они пили чай, я, конечно, время даром не теряла. Помыла себе картошку, свеклу, морковь. Буду делать винегрет. Мне очень сегодня захотелось винегрета. И поэтому будем с вами делать сегодня винегрет, наверное, да? Ну, с вами, без вас, посмотрим. Винегрету учить никого не надо. Жалко только капусты нет, я люблю винегрет с капустой квашеной, но у меня есть огурцы соленые, так что ладно. И я за это время, чтобы не терять время, включила и тестомес, вы, наверное, шум немножко слышите, замешиваю тесто. Вот они зашли, и я прервалась, что как. Не знаю, говорила или нет, пересматривать сейчас тоже не хочется. Поставила варить домашнюю курочку на обед, у меня будет курочка с нашей обычной картофельной подливой. И если успею, сделаю галушки из кукурузной муки. У меня второй сын немножко, можно сказать, немножко начал придерживаться диеты. Ничего жареного не ест, ничего острого. У него изжога, короче говоря. Он просто к врачу не обращался, решил сам так сесть на диету. Поэтому мы все уже на дней 10 готовим такое более-менее диетическое, вареное, пареное и в этом плане. И уже дней 10, как мы не едим покупной хлеб, мы делаем лепешки. У меня немножко есть тесто на обед, как раз мне хватит из них лепешки, вынула из холодильника. В принципе, оно у меня всегда бывает в холодильнике. Сделаем лепешки, замешу новое тесто на лепешки, потому что этого мало. Так-то остальные хлеб едят. Это я и Джабраил сели на лепешки. Ну, если есть и то, и другие едят, короче говоря, в общей сложности. Сейчас поставлю на улице, потому что, как я сказала, здесь жарко. Все у меня стоит под навесом. Варится, что курочка уже отварилась. Я ее сразу же поставила, пока за цыплятами бегала. Перчатки одела, когда мылась. Так, и молоко мне Ибрагим уже принес. Самое главное, она куда-то спешила, прислала сразу в ведре. Теперь мне нужно его. Она говорит, сама посмотри, сколько там литров. Жалко, у меня нет бутылок. Сразу все в этих 5-литровых канистрах тоже не хочется, чтобы... Ну, мне 1,5 литра нужен, бывает, на один раз, чтобы заморозить. Одна только бутылка у меня есть. Надо будет покупать бутылки пустые, и они продаются.
Так, ну что, сейчас посмотрим, что у меня с тестом. Сегодня у меня тесто, девочки, заварное. Не знаю, что-то я начала в последнее время делать заварное, потому что мука, ну, просто некачественная. И мне как-то писали, что вот вы и про Тихорецкую говорите, что она нехорошая, и про то, и про другое. Но если мука нехорошая, то я не могу сказать, что она хорошая, понимаете? Дело в том, что на сей раз у меня даже маква, но она сейчас по качеству неплохая, белок там хороший, ничего, но вот этот мешок маквы мне попался темный, мука не светлая. Вот я не знаю, или кто-то подделывает эту муку, или прям вот так у них получается. Иногда вот маква тоже выходит, что иногда бывает темная. Уже второй раз вот за год мне попадается темная мука. И мы же общаемся, я же общаюсь, друзья, с поварами, с кулинарами, кто работает, кто делает полуфабрикаты, кто просто лепешки делает. Многие тоже жалуются. Вот мне недавно я сказала, что и вот некоторые тоже девочки сказали, что да, у нас тоже, нам тоже попадалось, и темная попадалась, и плывущая попадалась, это значит белок нехороший в муке. Но если хорошие, конечно, то маква бывает всегда хорошая. Но изредка, вот видите, за год уже второй мешок попался. Бывает и такое. Тихорецкую я даже не рискую сейчас покупать. Да, Тихорецкая просто я пользуюсь дома. И лепешки пеку, и все, что для дома делаю. Но полуфабрикаты я уже боюсь ей делать, потому что и трескается мука, и плывет мука, и черти что с ней происходит. Может быть, сейчас она лучше, но я уже давно ее не покупаю. И это не антиреклама, и не реклама. Просто я говорю, что есть. Вот как-то так. Все, поставлю теперь это варить. И тесто, по-моему, у меня тоже почти готово. Да. И по ходу, мои хорошие, я буду вот так вот подключаться, чтобы действительно быть с вами. Если даже не буду себя показывать, но понемножку буду показывать, что я буду делать каждый день. Потому что, да, уже девочки, если я чуть-чуть что-то не снимаю, девочки приходят в личку, заходят в личку, что ты, как ты, чем ты занимаешься, почему тебя нет, скучно без роликов, вот. Ну, и как я сказала, просто так, ну вот что тут такого, да, показывать. Но все равно хорошо. Будем показывать наш каждый день. Я рада нашему общению. Все, побежала. Вот. Замешивается вот так вот у нас тесто, оно почти готово. И пока мое тесто будет отдыхать, я поставлю варить картошку. У меня сегодня в заказе вареники с картошкой и пельмени. И поставлю варить картошку. Мясо у меня вроде бы разморозилось. Почищу лук. И я еще не мыла посуду утром. Перемою быстренько посуду. Вот так вот начинается день у меня с вами. Так, ну вот, посуду помыла. Сейчас ведро помою, в котором было молоко. Молоко вот так вот разлила. Нашла выход. Бутылок нет. Но ведерочки. У меня один морозильник пустой. Поставлю вот так вот ведерочки в морозилку. Он замерзнет. И будет здорово. Так, все-таки на Валберес заказали мы вот этот вот держатель, который нужен нам. Так, ну и вот обед мой готов, как бы, да. Но галушки будем только... Ну, кому можно, кто будет, кто не будет. Вот домашняя курочка, небольшая нарезочка и вот такая картофельная подлива без зажарки. Не успела я сделать кукурузные галушки, ну ничего. Так, ну что, мои дорогие, значит, подготовительные работы я сделала. Как видите, я уже сейчас пюре приготовила, добавила обжаренный лук. Это на вареники. Это тесто, которое я вам еще утром показывала. Еще ничего из него не сделала. Сейчас больше, не хочу его в холодильник ставить. На обед оно нам не понадобилось. Но сейчас сделаю, сколько там получится. Скорее всего, наверное, 2 лепешечки. Сколько получится, сделаю. Пока замешивать другое тесто тоже не буду. Как-нибудь в другом ролике будем где-то это делать. Потому что, немножко у меня пошло не по плану. Все. Пока я начала готовить, пока подготавливала что-то, и уже и время прошло. Мальчики пришли на работу, с работы чуть-чуть пораньше, поэтому не получилось. Пока с ними обедали, пока помолились, время ушло. И только что приезжал старший сын тоже на обед, только что пообедал и уехал. Так, интересно, видно, что я тут делаю-то хоть?
Вот после него убрала все, и после него, и после нас убрала посуду. Опять посмотрела птичек, напоила. Ну, корм, правда, везде стоит в кормушках. Водичка закончилась, жарко очень. У нас 28-29 градусов тепла. И у меня уже... Я Ибрагиму говорю, пожалуйста, принеси мне вентилятор, а то я не могу здесь. Даже вот ничего тут не горело, все равно жарко. Вот теперь работаю под вентилятором. Так. Сейчас быстро сделаем лепешки. Так, пюре я приготовила. У меня это второй дубль, уже не помню, говорила или нет. Короче говоря, вот так вот приготовила для вареников пюре. Обжарила лук, добавила лук туда. Будем делать вареники. Тесто меня ждет. Лук, почистила лук для пельменей. Ну и одно тесто уже тоже ждет, но вряд ли мне хватит одного теста. Надо будет еще одно тесто замесить. Ну, просто вот хочу эти лепешки сделать. Будут на ужин. Вот что буду готовить на ужин, пока еще не решила. Вот это вот проблема всегда. Что приготовить. Вот. Надо было мне на рынок съездить. Как давно я на рынок не ездила. Никак не получается. Эти онлайн-магазины подсадили меня под себя. Так, ну все, сейчас поставим это самое. Сковородку в сухую. На сухую сковородку. Не на очень, ну такой, на средний огонь. Это лепешка вместо хлеба получается. Не тонкая. Тонкую с начинкой нужно на сильном огне. А эту уже на таком среднем огне надо выпекать. Так. Вот. Видите, она меня не держит. Ну, реально сегодня очень жарко. Ой-ой-ой. Так, вот. Лепешечка. Тесто немножко перестояло здесь в теплой комнате, конечно. Ну, ничего. Можно было из него сделать 3 лепешки. Но я, чтобы побыстрее, сделала только 2. Так вот. Вторая получилась намного пышнее. Просто, когда я положила первую, сковородка была немножко холодненькой. Нужно, чтобы сковородка хорошо прогрелась. И да, мы уронили эту сковороду, или как ее, чудушницу. И вон, видите, ой, ручка отлетела. Все. Видите, какая получилась сейчас. Такая вот лепешечка. Конечно, горячая, но вот такая пышненькая, вкусненькая. Вот. На кефире. Даже не на кефире, она у меня на сыворотке. Была бы на кефире, была бы еще пышнее. На сыворотке лепешечка. Все, теперь будем делать свою работу. Так, и, девочки, хочу я вам показать все-таки в разрезе нашу лепешку. Вот, смотрите. И вот то, что я, о чем я говорила. Смотрите, какая мука темная. Видите, это высший сорт муки, маквы, но она темная. Вот. Но лепешки очень мягкие, пышные и очень вкусные. Ну, кто не знает этого теста, потом как-нибудь еще раз сниму ролик. Сейчас мне нужно уже работать. Сейчас немножко мне нужно пропустить жир через мясорубку, потому что мясо у меня не жирное совсем. И начинать. Я еще одно тесто замесила, друзья. Сейчас хочу просто лепешки положить в кулечек, чтобы они не обветрились и были мягкие. Но это надо сделать уже совсем с холодными, чтобы они не вспотели. Все. Вот так вот. Ну и на ужин лепешки все готовы. А там посмотрим, что придумаем еще на ужин. Так. Все. Ну вот, мои дорогие, вот так вот я леплю пельмени. Положила мясо. Теперь немножко сбрызну водой.
Вот так вот. С пульверизатора накрою пленочкой и быстренько, сидя, буду лепить пельмешки. Сейчас уже сидя. Раньше не могла сидя. Мои дорогие, решила все-таки на ужин доделать свой винегрет. И смотрите, что у меня получилось. Я хотела сегодня зеленым горошком его сделать. Открыла баночку. Видите, что? Так. Вот такая вот чернота на крышке. И эта чернота плавает по горошку. Так что я побоялась ее добавить. Крышка окислилась. Короче говоря, будем добавлять фасоль. Добавила огурчики, немножко лука. Но сейчас помою фасоль. И будет салат готов у нас. У нас на ужин лепешки готовы. Я еще не сделала всех своих этих полуфабрикатов. И звонит сын, что сейчас он везет Мадину с детьми. Мадине надо к стоматологу. Сейчас, минуточку. И надо будет присмотреть за малышами, а потом вечером мы поедем отдыхать. Я, правда, не очень хочу. Эта сегодняшняя жара меня просто убивает. Очень жарко. Я не знаю, как я буду терпеть, если все лето будет такое жаркое. В последнее время вообще не могу жару терпеть. Хотя сын говорит, что вот второй сын смотрел по интернету. Мама говорит, послезавтра уже будет холодно даже. Стоит прохладная погода. Так что посмотрим. Ну, конечно, для конца апреля это очень жарко. Все, помыла, добавила. Ну, друзья, это просто, ну, винегрет, у всех винегрет, все знают его, не буду рецепт просто говорить. На глаз все сделала. Дома же, какая разница, да? Что да как. Сейчас посолим. Поперчим. И, скорее всего, сегодня я не смогу, наверное, закончить свои эти полуфабрикаты. Так, растительное масло нужно. Ну, такой он салат не весенний, конечно, более зимний, но мне что-то его очень захотелось сегодня поесть. Добавила огурчики соленые. Как я сказала, было бы здорово, если бы была капуста квашеная. Сейчас, говорят, молодая капуста пошла. Я так давно не была на рынке. На днях покупала картошку, лук, морковь. Ну, я обычно лук покупаю мешками, потому что мне для работы нужно много лука. И иногда, ну, не иногда, в основном я у него так и покупаю. Живет тут недалеко. Оптовик, торгует овощами. Я ему написала, он приехал прям на дом, бесплатно надо. Ну, за перевозку бесплатно, короче говоря, очень удобно. Привез. И я его спрашиваю там цену свеклы и чего-то. Он говорит, ты давно на рынке была? Ты знаешь, что свекла подорожала? Я говорю, я уже 2 месяца, наверное, не была на рынке. Действительно не была, друзья. Если что надо, покупаю вот так вот в онлайн-магазинах, можно сказать. А нет, так мальчики приносят. Ну, видимо, тут свеклы мало, но у меня больше не было свеклы, друзья. Поэтому еще винегрет не красный получился. Я добавила, я знала, что и картошки будет много. Ну, чтобы это все сваренное не пропало, добавила винегрет. Конечно, некрасивый. Сразу напишите, что он некрасивый. Но еще свекла такая не сильно окрашивает. Но по-любому нужно было больше свеклы. Ничего, съедим. А вы готовьте, чтобы свеклы было больше. Просто я нарезала сколько надо сначала. Картошка, думаю, ну пропадет. Выкину эту картошку. Не буду с нее ничего делать. Остались 2 такие картошки. Зря сварила, слишком большие. И поэтому добавила. Пускай уж будет бледный, лишь бы был вкусный.
поедим. Так, соленого огурца я не стала много добавлять, потому что он остренький слишком огурчик у нас. Так, давайте попробую. Все, больше туда ничего не нужно. Он вкусный. Цвет, конечно, некрасивый, но ничего. Зелени у меня тоже нет. Хотя бы зелень надо было бы куда-то посадить, да, правда? Не знаю. Прошу сына, чтобы тут мне немножко кусочек освободил. Там у меня деревья, короче говоря, нужно повырубить ненужные. Но у него не дождешься быстро чего-то. Все. Ну, на этом, наверное, я этот ролик закончу, потому что это слишком уже, скорее всего, как я поняла, будет слишком долго. Побыла с вами, поговорила с вами. И сейчас приедут дети, все равно больше мне делать нельзя будет ничего. Буду заниматься малышами. Всех благ вам, мои дорогие. Мира и благоденствия. Мяш дахалшу.